Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с нами в студии директор ТТК «Дальний Восток» Антон Кириков. Многим из вас знаком бренд ТТК, провайдера интернета, интерактивного телевидения и других полезных цифровых сервисов. ТТК – это федеральный оператор связи. Он охватывает несколько сотен населенных пунктов России и широко представлен в нашей с вами республике Саха-Якутия. Несколько дней назад мы объявили о сборе вопросов директору ТТК. И по силе отклика стало понятно, что вопросов много, а мы получили более 300 сообщений. Антон, здравствуйте. Предлагаю перейти к вопросам. Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Мне очень рад, что поступило такое большое количество вопросов. Это показывает, насколько актуальна тема развития телеком вообще индустрии в целом и насколько востребованы те услуги, которые представляет наша компания. Поэтому с радостью и выслушаю вопросы, и на них отвечу. Особенно приятно, что это для нас в таком стратегическом регионе происходит, как Якутия. Во-первых, близкому региону лично мне, потому что много раз я был у вас и в различных городах. Ну и, в общем-то, мои корни идут оттуда. Мой папа родился в городе Пелидуй. Мы периодически и тут там бываем. Поэтому все, что связано с Якутией, под отдельным вниманием и моим лично, и нашей компании. Спасибо. Отлично. Первый вопрос задает Петр Тихонов. Добрый день, Антон Вячеславович. Я житель Якутска, давно пользуюсь услугами ТТК, и они мне нравились, интернет и телевидение. Но в последнее время ТВ стало сильно подлагивать, а порой и вовсе пропадать. Можно ли с этим как-то справиться? И Ефимов Марат задает вопрос. Здравствуйте, Антон, спасибо за доступный интернет. Вопрос: планирует ТТК развивать собственные дата-центры на территории Дальнего Востока и Республики Саха-Якутия? Спасибо большое за вопросы, особенно за вопросы, где подсвечиваются области, в которых нам необходимо еще улучшить свое качество и сервис. Потому что именно такие вопросы, где указывается, что нам есть еще над чем поработать, и приводят в целом к нашему развитию. Поэтому мы отдельно благодарим и ценим каждого из абонентов, который обратился с вопросом. И благодарим в первую очередь за то, что являетесь нашим абонентом. И от лица компании я сожалею, что в целом возникли трудности, с которыми вам пришлось столкнуться, пользуясь нашими услугами. Мы обязательно в индивидуальном порядке разберемся с каждым обращением, которое поступило в рамках нашей линии, разберемся и поможем. А если говорить о вопросе Марата, о дата-центрах, безусловно, это направление наша компания рассматривается и внимательно изучается. Компания Транстелеком является федеральным провайдером, способным развивать и реализовывать, и создавать абсолютно, в том числе и новые продукты. Поэтому по дата-центрам мы изучаем финансовую составляющую, технологическую, изучаем рыночный спрос, и при необходимых решениях, при необходимой сложенности рынка, мы, безусловно, готовы вступить в рамках создания этого продукта как самостоятельно, так и в партнерстве с другими участниками рынка телеком-индустрии. Поэтому следите за новостями. Скорость интернета – одна из тех тем, которыми живо интересуются наши читатели. Спрашивают про планы в этом направлении. В частности, Руслана Савинова и Михаила Самсонова интересуют тарифы от 100 мегабит в секунду и, собственно, вопросы. Здравствуйте, когда в Якутске появится возможность подключения по технологии GPON? Возможно ли в ближайшем будущем увеличение скоростей в нашем городе 300-400 мегабит? Савинов Руслан. И Самсонов Михаил спрашивает, появятся ли в Якутске тарифы со скоростью более 100 мегабит? Мы всесторонне исследовали данный вопрос, и, как и многие коллеги по отрасли, считаем, что на текущий момент скорость 100 мегабит в секунду – это скорость, отвечающая всем потребностям современного активного пользователя. Такая скорость позволяет смотреть фильмы в формате 4К, загружать тяжелый контент, ну и в целом комфортно пользоваться интернетом. По уровню комфорта и субъективному восприятию пользователям скорость свыше 100 мегабит в секунду будет незаметна при работе с ресурсами в сети интернет. Исходя из этого, мы не видим смысла сейчас делать более дорогие тарифы с высокой скоростью, со скоростью больше 100 мегабит в секунду. Потому что мы продолжаем
помимо предоставления качественной связи, мы и стремимся быть доступны абсолютно всем категориям населения. Поэтому, если не видно ярко выраженных плюсов при скорости выше 100 мегабит в секунду, то, безусловно, мы выдерживаем паритет для того, чтобы оставаться доступными. При изменении конъюнктуры рынка, готовности интернет-ресурсов, сетей, устройств, мы обязательно этот вопрос еще раз рассмотрим. И хочу сказать, что технологически мы готовы для того, чтобы предоставлять скорости больше 100 мегабит в секунду. Повторюсь, когда будет в этом актуальная, ярко выраженная необходимость. Ну, продолжим тему, наверное, скорости интернета. Абонентов не устраивает скорость уже данного подключения. К примеру, Афанасий Полянский жалуется на ее регулярное падение. А Татьяна Шестакова на то, что заявленная скорость не соответствует обещанной. Позвольте зачитать вопросы. Добрый день. Почему регулярно падает скорость интернета? Полянский Афанасий. И второй вопрос. Добрый день. Скажите, пожалуйста, почему всегда, повторюсь, всегда скорость интернета не дотягивает до обещанных 100 мегабит? Вы, конечно, будете утверждать, что где-то при входе в параллельный мир скорость точно 100 мегабит. Мы сами виноваты в низкой скорости. Но вопрос остается, почему качество ваших услуг абсолютно не отвечает вашим же словам о суперскорости интернета. Поменяли тариф, на старом было 100 мегабит обещанных, подключили 100. Как было от 1 до 30% скорости, так и осталось. Шестакова Татьяна. В первую очередь я хочу поблагодарить абонентов, которые сейчас своей обратной связью нам дают очень ценную информацию и помогают улучшить сервис. Это действительно так, потому что, на мой взгляд, нет ничего более объективно оценивающего предоставление телеком-услуги, кроме как обратная связь от абонентов. Никакие технические коэффициенты не позволят оценить именно восприятие услуги нашими абонентами. Поэтому спасибо. Что касается конкретных вопросов по скорости, вы знаете, тут универсального ответа на все эти вопросов нет. В каждом случае надо разбираться отдельно. Где-то действительно причина в конечном оборудовании у абонента, который не предоставляет возможность именно предоставить нужную скорость. Где-то бывают временные технические сложности. В любом случае, я хочу заверить, что все поступившие обращения и в рамках нашей линии, нашего общения, и в целом нашей текущей работе, касающиеся именно особенно технических проблем, мы принимаем в работу, и наши специалисты в любом случае выявят причину перепадов скорости, о которых пишут пользователи, и помогут восстановить, хочу сказать, привычное высокое качество услуг, которые предоставляет Транстелеком для своих абонентов. Мы персонально свяжемся с каждым абонентом, оставившим свой вопрос в рамках нашего общения, и решим вопрос и сообщим им о результате. Я это прям лично проконтролирую, потому что для меня это определенный показатель того, что, во-первых, показать, что мы слышим, видим и улучшаемся, а во-вторых, посмотреть, насколько эта проблема обширна, насколько системна. Это действительно точечно или есть там вопросы в конкретном подъезде, в доме или районе. Скорее всего, вопрос точечный, и мы, безусловно, его решим. Расскажите, пожалуйста, чем порадуете абонентов в будущем? К примеру, Дмитрий Андреев интересуется новыми тарифными планами в Якутске. Добрый день. В скором времени какие тарифные планы будут в Якутске? Андреев Дмитрий. Мы регулярно радуем наших действующих и новых абонентов новыми тарифными планами. Планы включают в себя как моноуслугу, так и целый пакет предоставляемых услуг, который, на мой взгляд, намного интереснее и выгоднее рассматривать. Например, предложение сейчас, которое у нас действует для новых абонентов, это специальный тарифный план. Он хорошо называется, по-летнему называется «Вкусный микс». И он включает в себя целых 4 услуги. Я на этом акцентирую, потому что в рамках этого тарифного плана вы получаете домашний интернет высокоскоростной, Wi-Fi роутер, интерактивного телевидения с огромным количеством телеканалов, которые полностью удовлетворят любую, даже самую изысканных потребителей услуг телевидения. Телевизионную приставку, соответственно. То есть 4 услуги, и всего это за 1038 рублей в месяц
Причем цена гарантированно не изменится в течение года. То есть все, вот у вас цена уже больше не будет. 4 услуги, полностью закрывающую вашу потребность вот в этих услугах. Не надо будет ничего доплачивать дополнительно и гарантированно на год. Помимо этого у нас постоянно выходят какие-либо акции, дополнения, новые тарифы. И обо всех вот этих новых акциях и тарифах мы информируем, рассказываем на сайте. Поэтому я прошу почаще внимательно, во-первых, почаще пользоваться нашим сайтом, заходить в него, заходить в свой личный кабинет, а во-вторых, участвовать, внимательно смотреть на те акции, которые мы предлагаем. Но это поможет еще стать еще более комфортно пользоваться нашими услугами, как и по насыщению продукта, так и по формированию цены. Антон, ну очень много вопросов поступило от читателей на тему расширения географии присутствия в вашей компании. В частности, Айсен Иванов спрашивает об услугах для жителей в Мирнинском районе. Юрий Макаров интересуется, когда будет доступен интернет в дачных поселках Вилюйского тракта. Александр Кларов беспокоится о жителях деревень с малочисленным населением. Ну, расскажите об этом, пожалуйста, и позвольте зачитать сразу 3 вопроса. Добрый день. Рассматривается ли в будущем расширение географии присутствия ТТК в Республике Саха-Якутия, в частности, в Мирнинском районе, где проведено оптоволокно? Это вопрос Айсена Иванова. Здравствуйте. В городе Якутске, когда подключать начнете частные дома? Это Сафронов Григорий. Будет ли ТТК устанавливать вышки по передаче и приему интернета в дачных поселках на 13, 15, 16 километре Вилюйского тракта Якутска, где живут десятки тысяч человек, а интернета нет ни одного провайдера? Это Макаров Юрий. И здравствуйте, какие планы ТТК по проведению интернета в отдаленных деревнях с малочисленным населением, например, в Якутии? Кларов Александр. Вы знаете, мы постоянно изучаем рыночные запросы для расширения географии присутствия нашей компании. Мы точно не остановились на достигнутом, нам интересно дальше развиваться, но здесь нужно отметить, что Якутия — это регион с особыми климатическими и географическими особенностями. Ну, скажем прямо, местами сложными, требующими особого подхода к техническому оснащению сети. При всем нашем желании у нас не всегда есть техническая возможность подключить каждого желающего абонента. Хотя мы к этому стремимся, и вся наша компания, вот, все процессы настроены именно на это. Поэтому мы двигаемся поэтапно, оцениваем свои ресурсы, технические в первую очередь ресурсы, оцениваем потенциальную емкость рынка и принимаем решения. Хочу отметить, что для нас задача не просто войти в тот или иной регион, либо район города. Если мы уже приходим на какую-либо территорию, то мы должны гарантированно предоставлять наши услуги, наши продукты именно в максимально в качественном формате. То есть если интерактивное телевидение, то в каналы в формате HD и большое, безусловно, их количество. Если интернет, то это высокоскоростной. И там все дополнительные сервисы, которые именно базируются на высокоскоростном интернете. Это и антивирусы, и игровая наша платформа TTK Play, и услуга «Где мои дети» и так далее, и так далее. То есть это тоже линейка у нас расширяется. Поэтому мы внимательно смотрим над тем, чтобы зайти на новую территорию. Но хочу сказать, что для удобства наших потенциальных пользователей у нас, например, есть предусмотрен сервис на нашем сайте myttk.ru, который позволяет оценить прямо в режиме онлайн техническую возможность подключения по тому или иному адресу. И если вы воспользуетесь этой услугой и увидите, что ваш адрес входит в нашу техническую возможность, наш технический охват, вы можете оставить заявку, эта заявка будет очень быстро отработана, вы подключитесь. В целом, я еще хочу отметить, что компания Транстелеком ДТК в период 2021 года и большие планы на 2022 год мы реализуем программу по увеличению емкости магистральных сетей в соответствии с рыночными запросами, которые сейчас, безусловно, растут. А напомню, компания Транстелеком обслуживает и эксплуатирует 78 тысяч километров оптоволоконных линий.
Но объективно с этим мало кто может конкурировать, поэтому у нас и возможности есть по емкостному расширению магистральных линий, если нашим абонентам требуются дополнительные такие технические возможности. Так вот, если взять показатель связанности сети по направлению Дальневосточный федеральный округ и Центральный федеральный округ, компания Транстелеком является, ну скажу так, скромно одним из лидеров. Вот. Но тут у нас нет никаких ограничений, мы можем предоставить нужную емкость для предоставления самого высокого качества. Поэтому мы изучаем, мы рассматриваем при сопоставлении, при сложении всех необходимых факторов и заходим и будем заходить в регионы. Поэтому эта работа проводится и будет продолжаться. Спасибо большое. Еще один такой сложный вопрос, на который поступило множество вопросов от наших жителей. Это сравнение цен с другими регионами. К примеру, Василий Матвеев интересуется, когда цены снизятся до уровня Хабаровска, Владивостока и Иркутска. Что можете сказать? Ну и давайте зачитаем вопросы. Опять же, Матвеев Василий, цены в Республике Саха-Якутия, когда снизятся примерно как в Хабаровске, Владивостоке или Иркутске. Следующий вопрос Соловьев Иннокентий задает. Когда в Якутске будет скорость, как в центральных регионах, и абонентская плата? Ну и такой крупный вопрос. Доброго времени суток. Являюсь вашим абонентом на протяжении длительного времени. Услугами связи доволен, интернет работает хорошо. С недавнего времени заинтересовался охраной своей территории, а конкретно созданием системы видеонаблюдения. Зная, что существуют готовые решения, у многих интернет-провайдеров решил обратиться в первую очередь в свой ТТК. И, как я понял, по моему региону, это Якутск, подключение не осуществляется напрямую от ТТК. Хотелось бы прояснить этот момент. Далее вопрос, наверное, самый распространенный в вашей практике касаемо цен на услуги связи. Я понимаю, что регион не самый развитый в плане инфраструктуры, связи и географического местоположения, а также проведения работ монтажных и так далее. Но в ближайшее время есть шанс на снижение цен близким к центральным городам России. Виднеется за горизонтом позитивный тренд на снижение услуг связи. Спасибо, всего доброго. Дорогие друзья, это очень важные вопросы, и отдельно вот вопрос по формированию цены. Я повторюсь, что Якутия, как регион с особыми климатическими условиями, ну, не всегда сравнивать корректно с другими регионами. Огромная территория, неравномерное распределение населения, вечная мерзлота, экстремально низкие температуры, все это факторы, которые отличают регион, которые делают услуги связи здесь немножко дороже. Но несмотря на вот эти факторы, мы в постоянном режиме предпринимаем шаги, прорабатываем, думаем, как повлиять на наши, например, технологические издержки, чтобы снизить стоимость наших услуг для абонентов. Но я хочу сказать, что за последнее время прям ряд шагов принято, и эта работа будет продолжать вестись, и тарифы, скажем так, тренд на удержание, либо снижение цен на тарифы будет продолжаться. И вопрос стоит в том, что сама себестоимость доступа на территории Якутии, она несколько дороже, чем в других регионах, поэтому и получается такое ценообразование. Мы продолжим работу по формированию действий, которые позволят снизить цену и дальше. Я хочу также обратить внимание, что уже здесь и сейчас возможно снизить стоимость услуг с помощью наших специальных предложений и акций, которые периодически предлагает, ну, регулярно, я даже сказал, периодически предлагает наша компания. И пользуясь этими услугами, пользуясь акциями, подключая себе дополнительные опции со скидками, участвуя в нашей программе ТТК «Бонус», вы уже здесь можете и сейчас уже можете снижать себестоимость наших услуг. Поэтому еще раз прошу вас заходить на наш сайт, прошу внимательно отслеживать те новинки, которые у нас там информируются о тех новинках, которые мы включаем в свои продукты. И воспользуясь ими, вы уже можете сформировать более дешевое потребление нашего продукта. Поэтому
работу мы эту делаем, продолжаем, и для нас даже, наверное, больше интересно, как не просто сделать продукт дешевле, а как его насытить максимально большим включением наших сопутствующих продуктов, которые я уже озвучил, и эти вирусы, и дополнительные пакеты каналов, и игровую платформу и так далее. То есть при этом удержав та цена, которая была за первоначальное формирование продукта. Поэтому здесь работу будем продолжать, и я думаю, что те, кто абоненты с нами давно, являются нашими клиентами, они это видят, знают, и дальше прошу наблюдать за нашей активностью. Я думаю, что мы вас не разочаруем и порадуем, в том числе и по ценовому направлению. Вы фактически предугадали наш следующий блок вопросов. Александра Филимонова и Семен Шамаев и другие абоненты спрашивают о снижении цен. Наталья Максимова просит рассмотреть возможность скидки многодетным семьям. Позвольте, я зачитаю. Здравствуйте, снижение цен на тарифы планируете? Филимонова Александра. Когда будет и будет ли снижение тарифов в Якутии? Шамаев Семен. Здравствуйте, прошу рассмотреть возможность скидки многодетным семьям. Максимова Наталья. И здравствуйте, необходимо продумать о снижении тарифов в период учебного года. Многие дети учатся онлайн. Спасибо, Тагир Минебаев. Простите, сложная фамилия была. Мы принимаем к сведению, что и понимаем, что потребность в подобных тарифах и предложений существует. Тут я начал уже отвечать в предыдущем вопросе, поэтому продолжу. Вы знаете, часть абонентов, которые вот в рамках нашего общения задали вопрос о возможном снижении цены, за свою проактивность, за такую активную жизненную позицию, пускай уже здесь и сейчас получат от нас дополнительную скидку 10% на 3 месяца. Потому что, повторюсь, обратная связь от абонентов – это то, что позволяет нам развиваться и, соответственно, становиться лучше и ценнее. Вот, поэтому 10% на 3 месяца уже будет у тех, кто задал вопрос. В дальнейшем, я рассчитываю, мы сможем предложить дополнительные полезные опции и тарифные планы, которые оптимально подойдут большей части абонентов. В целом, для абонентов ТТК периодически действуют различные акции. Информацию о них, как я уже говорил, можно посмотреть на нашем сайте myttk.ru. Ну, например, наша ежегодная акция «Оставайся в плюсе летом». Отличная акция, прошу, почитайте, пожалуйста, про нее. Это уже позволит вам в каком-либо объеме снизить ваши затраты. Еще существует программа лояльности, позволяющая получить именно бонусные рубли за пользование услугами. То есть за сам факт, что вы являетесь нашим абонентом, выполняете определенные условия, вам начисляются бонусные рубли, и эти бонусные рубли вы обмениваете на скидку за доступ в интернет. Тоже скидка, тоже может быть регулярной. Для этого надо быть активным пользователем наших услуг и внимательно читать за вот такими новинками и новостями. Вот как раз блок подошел от старых клиентов, но, к примеру, Андрей Дьячковский интересуется, почему старые клиенты не могут перейти на более дешевые новые тарифные планы, в принципе, почему такая несправедливость? А Дмитрий Андреев спрашивает, будет ли изменена система с накопительными бонусами? Позвольте зачитать вопросы. Андрей Дичковский в настоящий момент подключен к ТТК по тарифу простой уже несколько лет. Сейчас по акции плачу меньше. И в то же время сейчас в Якутске ваша фирма предлагает тарифы намного ниже. Почему старые клиенты не могут перейти на более дешевые новые тарифные планы? Почему такая несправедливость? Мы старые клиенты, которые поддержали вас в самом начале вашей деятельности. И Андреев Дмитрий, и будет ли изменена накопительная система бонусов? Мы любим и ценим наших абонентов, которые с нами уже давно, и благодарны им за выбор нашей компании. Действительно, складывается порой впечатление, что большее внимание уделяется именно для новых абонентов. Ну, этому способствует то, что для привлечения новых абонентов идет активная реклама. Но это не значит, что для тех абонентов, которые уже давно с нами, мы как-то забываем или не уделяем не такое количество внимания. Нет, мы специально для таких абонентов, кто с нами давно, предлагаем различные годовые и сезонные предложения. Например, можно воспользоваться акцией «Привилегия». Очень замечательная прям акция, и она позволит вам получить скидку на услуги связи до 50%. Это как раз
то, вот о чем были все предыдущие вопросы, как снизить стоимость услуги. Вот, например, акция привилегий. Участники акции могут на целый год подключиться к безлимитному высокоскоростному интернету по выгодной цене. И для этого нужно внести на счет сумму денежных средств, равную специально льготному предложению, и активировать услугу в личном кабинете. И все. Ежемесячная абонентская плата в течение года составит 1 рубль в месяц. Вот вдумайтесь, что сейчас стоит 1 рубль в месяц. Здесь вы выполните ряд условий, и ежемесячная оплата 1 рубль в месяц. Участники акции получат интернет на максимально возможной при этом скорости, а стоимость услуги останется гарантированно неизменной в течение целого года. Ну, хочу сказать, что дополнительно все участники акции получают премиальное абонентское обслуживание, которое выражается в приоритетном дозвоне в единый контакт-центр по выделенному номеру. Поэтому, ну, прям все потребности, на мой взгляд, тем, кто включится в эту акцию, будут удовлетворены. Опять же, обращайте внимание на личный кабинет, на сайт ttk.ru для того, чтобы узнавать и подробнее об этой акции и о новых. Потому что как раз здесь интернет — это вообще вещь активная, интерактивная, и наши действия, они такие же активно интерактивные, и обращаясь на наш сайт, вы можете прям одним из первых всегда воспользоваться нашими акциями. Антон, пользователи спрашивают о процедуре перерасчета, если услуги не были оказаны в полном объеме. Позвольте, зачитаю вопросы. Алексеева Наталья спрашивает, почему никогда не делаете перерасчет? Ведь часто бывают дни, когда не работает интернет по вине провайдера, а не абонента. Также Евгения Явловская спрашивает, добрый день, в мае месяце обращалась в вашу компанию, чтобы сделали перерасчет. До сих пор не сделали, но о задолженности за месячное обслуживание сообщают сразу, когда сделают перерасчет. Ну, Наталья, от лица компании, в первую очередь, мы приносим извинения и вам, и каждому, кто по той или иной причине столкнулся со сложностями при получении наших услуг и при формировании перерасчета. К сожалению, бывают действительно моменты, когда из-за различных технических нюансов наш сервис не предоставляется. Где-то здесь технический фактор, где-то связь отсутствует из-за человеческого фактора. Каждый такой случай для нас важен, по каждому мы разбираемся. И разумеется, что перерасчет должен производиться и производится. И вот по данному случаю Натальи мы отдельно посмотрим, в чем там возникла сложность при перерасчете. Но самое главное, мы не только заканчиваем свои действия, сделав перерасчет. Для нас намного важнее устранить причину возникновения вообще повода для перерасчета. Поэтому, когда перерасчет, естественно, нет услуги, обязательно перерасчет. И внимательный разбор с нашей стороны, чтобы услуга представлялась в таком качестве, с таким сервисом, чтобы и у вас и повода не было обращаться для перерасчета. Поэтому я прошу обращаться по таким случаям в нашу компанию по горячей линии, через личный кабинет, приходить в наши офисы, которые присутствуют в каждом городе нашего присутствия. Мы разберемся, пересчитаем, и сделаем так, чтобы вы приходили только за подключениями новых услуг, а не за перерасчетом. Чтобы только такие у вас поводы были для обращения. Мы знаем, что ТТК предоставляет не только цифровые услуги, но и является провайдером сотовой связи. И поэтому такой вопрос. Ирина Аркадьевна считает, что оригинально было бы получить и иметь сим-карту Транстелеком, а Игорю Антонову было бы удобно одним платежом обеспечить себя и также сотовой связью, и вместе с телевидением и интернетом. Позвольте, зачитаю вопросы. Ирина Аркадьева. Здравствуйте, какие новые тарифные планы планируете включать для студентов, так как сейчас актуально дистанционное обучение, и студенты большую часть учатся дистанционно. Также хочется узнать, не хотите ли вы предоставлять интернет-услуги на сотовую связь. Было бы интересно, удобно получать услуги сотовой связи, интернета и телевидения от Транстелеком. Оригинально бы получить и иметь карту Транстелеком. Также Антонов Игорь задает вопрос, как по-вашему
Сможет ли ТТК стать провайдером сотовой связи, чтобы одним платежом обеспечить себя и сотовой связью, и телевидением, и интернетом? Действительно, компания ТТК, помимо прочего, является и провайдером мобильной связи в ряде регионов России. Среди них это Ростовская, к примеру, область, Краснодарский край, Челябинская область. Вы знаете, мне очень приятно видеть и слышать, что наши абоненты в Якутии знают о сервисе ТТК Мобайл и что есть определенный запрос на него. В настоящее время мы сконцентрированы на том, чтобы предоставлять качественно и развивать наш основной продукт в рамках Дальнего Востока. Это широкополосный доступ в интернет и интерактивного телевидения. И развитие на данном этапе мобильной составляющей мы не рассматриваем, потому что технической возможности на данном этапе технической возможности нет, а переключать свое внимание с того продукта, который очень интересно еще развить, сделать доступнее, мы бы не хотели. Поэтому мы мониторим этот вопрос, и если мы увидим, что интерес к услуге будет продолжать развиваться, думаю, что мы рассмотрим и этот вопрос, для того, чтобы Транстелеком охватил максимальное количество сегментов востребованности услуг связи. Я хочу рассказать, что вот если мы начали про ассортимент услуг, которые мы представляем, рассказать, что на текущий момент у нас существует большое количество, прям множество других интересных продуктов, помимо уже классической, это высокоскоростной домашний интернет, это антивирусные продукты для вашей безопасности в сети. Я на них отдельно акцентирую, потому что наверное, мало что можно сравнить с безопасностью, и пользуясь антивирусными продуктами от Транстелекома, вы гарантированно получаете качественный продукт, который гарантированно будет работать, будет интегрирован в интернет, который предоставляет наша компания. Соответственно, максимально сможет обеспечить свою цель, обеспечить безопасность вашей сети. Наш игровой сервис ТТК Play, наш сервис «Где мои дети». Повторюсь, большое количество пакетов, каналов для интерактивного телевидения. То есть любой желающий сможет для себя отдельно подключить. Это для любителей спорта прям выделенный пакет тарифов, где сформированы именно самые интересные, самые лучшие востребованные спортивные каналы. Охота и рыбалка, детские. Причем я хочу сказать, что, например, если такая из услуг для детских каналов, есть опция подключения, скажем так, в рамках интерактивного телевидения защиты, чтобы ребенок не мог без специального пароля перейти на другой канал, который не является детским, что гарантированно обеспечит формирование у ребенка именно того мира, который положен быть у детей, не отвлекаясь на какие-то взрослые пакетные тарифы. Для студентов города Якутска, это город молодых, активных людей. Я это много раз видел, когда был гостем вашего города. И мы предлагаем отдельный тарифный план, он так и называется, студенческий. Это продукт, который удовлетворяет всем потребностям студентов. Он отличается доступной ценой. У него включает в себя максимальную скорость интернета. Подходит, соответственно, для сейчас такого востребованной формы обучения, как дистанционного обучения. И обеспечит там все потребности. Студенты очень активно пользуются социальными сетями в любых форматах. Так что здесь потребность студентов за приемлемую доступную цену будет полностью удовлетворена. Так что прошу подключаться на этот тарифный план молодых активных жителей Якутии, студентов, для того, чтобы и учиться, и отдыхать, и общаться с помощью интернета и компании Транстелеком. И в сравнении с конкурентами вы назвали довольно-таки много своих конкурентных преимуществ. И Антон Арзаев спрашивает о ваших преимуществах по сравнению с конкурентами, а Иннокентия Петрова активно переманивает другая компания. И вот Петров Иннокентий задает вопрос.
Какие ваши преимущества перед интернет-провайдером? Активно нас переманивают тарифами ниже. Добрый день. Какой основной конкурент ТТК? Другой вопрос. Пожалуйста, назовите своих главных конкурентов. В чем вы их превосходите? Вы знаете, я хочу сказать о наших основных преимуществах и подчеркнуть самое главное из них. Первое – это гарантированная высокая скорость интернета. Практически на всех тарифных планах скорость будет составлять до 100 мегабит в секунду, что отвечает абсолютно любым потребностям современного пользователя. Второе, скажем так, наше преимущество, то, на чем мы акцентируем свое внимание, это быстрое и качественное решение возникающих вопросов у наших абонентов. Здесь у нас любой вопрос под отдельным вниманием, под отдельным разбором, и в зависимости от сложности этого вопроса, соответственно, и он курируется нужными руководителями. То есть у нас эскалация в любых технических сложностях идет, вплоть до генерального директора компании. Поэтому здесь максимальное внимание. Я даже сказал, куда максимальный. Один из преимуществ – это широкий техохват, который предоставляет наша компания. Возможность подключения, в том числе и в отдаленных районах. Отдельно скажу про наличие множества дополнительных сервисов. Я уже их перечислял. Антивирусы, онлайн-кинотеатр, дополнительные тематические каналы и многое другое. Ну и все это мы предлагаем, используя гибкую ценовую политику. То есть я уже говорил, что есть акции постоянные, есть отдельный тарифный план для студентов, есть бесплатное подключение, которое позволяет без финансового вливания здесь и сейчас, соответственно, уже стать нашим абонентом. Поэтому мы внимательно относимся к потребностям, которые есть у наших абонентов, и готовы идти навстречу предложениям, которые абоненты нам озвучивают. Если, скажем, очень корректно скажу, если кого-то из наших абонентов привлекает тарифом какой-то наш партнер по рынку, а другой оператор, но я думаю, что мы найдем решение, которое позволит абоненту остаться с нами на интересных условиях, продолжая использовать именно качественный продукт от компании Транстелеком. И к нашим таким серьезным вопросам. Весь мир страдает сейчас, происходят разные изменения. И в условиях пандемии на первое место выходит удобство пользования личным кабинетом. К примеру, Константин Критов хотел иметь кнопку «Приостановить услугу», а Святослав Сердюков хочет поменять тариф без посещения офиса. Позвольте, зачитаю вопросы. Константин спрашивает: здравствуйте, вопрос предложения. Хотелось бы в личном кабинете иметь кнопку о временной приостановке услуг. Например, при поездке в отпуск или командировку. В данный момент для этого нужно посетить офис. Неудобно. И время затратно, еще и пандемия. И Святослав задает вопрос, почему у старых абонентов нет возможности поменять в личном кабинете тариф. Вопросы про актуализацию, модернизацию, как угодно можно назвать, личного кабинета и нашего сайта актуальны. И я хочу сказать, что на данный момент разрабатывается обновленный личный кабинет и обновленный сайт нашей компании. Мы прилагаем максимум условий для скорейшего внедрения обновленных продуктов. Следите, пожалуйста, за новостями. Хочу сказать, что и обновленный наш сайт, и обновленный личный кабинет сможет удовлетворить все потребности, которые сейчас звучали в вопросе. Но и в целом это очень интерактивный, удобный инструмент для того, чтобы действительно не обращаться, не звонить в нашу центр поддержки, не приходить в наш офис, а в режиме онлайн, для чего и создаются онлайн-услуги и в рамках вообще всеобщей цифровизации, так и должно быть. Поэтому обновленные продукты полностью удовлетворят все эти потребности. Я думаю, вы как раз там и увидите в удобном для вас формате информацию об акциях, в которых сможете опять же удобно подключиться и участвовать. Поэтому чуть-чуть терпения, и вы все увидите. Интересный вопрос, тема обслуживания. И Наталью спрашивает, как ваша компания использует обратную связь
к примеру, негативные отзывы, причем ответ, наверное, частично мы уже с вами здесь и производим, да? Зачитаю вопрос. Здравствуйте, рассерженный клиент, который не просто повернулся и ушел, а обратился с жалобой. Это ценный источник информации для компании. Приведите примеры компенсаций, которые помогли превратить рассерженного клиента в довольного покупателя услуг. Наталья. В первую очередь я хочу поблагодарить абонентов, которые, как я уже говорил, своей обратной связью дают нам самую ценную информацию и помогают улучшить сервис. Действительно, не все технические коэффициенты, не все показатели, которые мы видим в рамках своих технического мониторинга, могут и показать, насколько, как воспринимают наши абоненты качество наших услуг. Поэтому негативные отзывы, отзывы с пожеланиями, отзывы с замечаниями, это для нас как раз пунктики для того, чтобы стать лучше. Поэтому первое, мы оцениваем их положительно, эту обратную связь. Она нам позволяет нашим специалистам выявить причину перепадов скорости, о которых задавали вопросы, и помогает восстановить вообще в рамках стабильной работы привычное высокое качество услуг для наших абонентов. По каждому из вопросов, которые здесь звучали, задавались по качеству нашего продукта, мы персонально свяжемся с каждым, кто задал вопрос, и решим этот вопрос и сообщим о результатах. У нас есть целый набор инструментов, который позволяет повысить удовлетворенность наших клиентов, во-первых, качеством услуг, а во-вторых, нивелировать тот негатив, который, возможно, возник из-за того, что были временные какие-то технические трудности. Я подчеркну, что любой отзыв, даже негативный, это источник ценной информации для нас, для нашей компании. И мы отдельно их выверяем, отдельно их собираем, выверяем, формируем в группы, которые уже технические специалисты там начинают разбирать, в чем причина в районе, в доме, в подъезде, где надо нам усилить свою техническую составляющую. Ну и, соответственно, понимаем, где клиенты удовлетворены нашими услугами и где у нас техническая составляющая предоставляется в максимальном качественном формате. Поэтому спасибо вам за то, что вы нам даете обратную связь. Как раз мы перешли к одному из самых сложных, наверное, вопросов для вас. Она посвящена сложности с дозвоном по телефону горячей линии и отсутствию техподдержки в Якутске. К примеру, Алексей Троев жалуется, что нет у нас техподдержки и офиса в Якутске нету. Галина Зуева испытала сложности с дозвоном на 8800, а Олег Пак пытался дозвониться третий день. Позвольте, зачитаю. Алексей Троев. Здравствуйте. Планируется ли введение местных саппортов? А то в Якутске нет не то что саппорта, но и офиса ТТК. Куда звонить, куда обращаться, вообще непонятно. В прошлом году отсутствовал интернет неделю. Оказалось, ни офиса, ни местного телефона нет. На улице Лермонтова, где был когда-то офис, где я подключался, сказали, съехали. Несколько раз звонил на федеральный номер, заявку приняли, ответа 0. Оставил заявку на электронную почту, ответа нет. Оставил сообщение в техподдержку ресурса Сетка онлайн, ни ответа, ни привета. Заявка, оставленная на едином номере, просто тупо не доходит до местных ремонтников или кого там. Просил телефон местный, не дали, тот скрипит. Так работать нельзя. Давно бы ушел в другую компанию, но не слаще ничего. Галина Николаева спрашивает. Здравствуйте, интересует лично меня. Несколько раз пыталась дозвониться до оператора 8800. Связи с клиентами нет. А вы-то в курсе, что связи с клиентами нет? Непонятно, как списываются со счета деньги, невозможно выяснить. Поставила автоплатеж, все время не хватает на счете средств. Если вы увеличили тариф, вы хоть об этом известите своего клиента, который вам платит деньги. Интересует также с приставкой телевизор, показывает, что в другой комнате телевизор смарт, нет связи. Что бы это значило? С периодичностью и часто. Перезагружать приходится часто, то есть выключить, подождать минут 5-10 и спросить из ваших специалистов не у кого. Последний вопрос. Какое у вас развитие на будущее, что предложите лучшего, а может оно есть, но до нас не дошло. Спасибо за внимание. И Олег Пак, добрый день.
Я вот уже третий день не могу дозвониться до специалиста ТТК сети. С чем это связано? Баланс вроде бы в норме, а интернета нету. В чем дело? Анна спрашивает: добрый день, почему в Республике Саха нет постоянных работников техподдержки? Действительно, очень актуальный вопрос. Вопросы максимально актуальны, постараюсь рассказать подробно для того, чтобы уже полностью ответ был полноценный и полный для того, чтобы все наши абоненты знали, куда и как обратиться. Ну, во-первых, наш офис продаж в городе Якутске находится по адресу Лермонтова, 45, где вас встретят и, что называется, в режиме личного общения, когда вы сможете смотреть в глаза нашим сотрудникам, вы зададите все вопросы, и там все вопросы, безусловно, будут решены максимально быстро и качественно. В то же время не обязательно посещать офис. В наше время, когда работы, многие части работы возможно организовать в режиме онлайн, у нас такая возможность есть, поэтому у нас есть круглосуточно работающий контактный центр. Для этого нужно позвонить по номеру 8 800 775 0775, где 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Вас выслушают и будут принимать все необходимые решения для того, чтобы ваш вопрос был решен максимально в быстрое время. Помимо этого, мы продлили время региональной технической поддержки до 24 часов. То есть, когда вопрос переходит на уровень региональной поддержки, наши ребята в то время, когда вы уже закончите свою трудовую деятельность, примут этот вопрос и тоже начнут его отрабатывать. Если говорить о вопросе дозвона в наш колл-центр, то для тех абонентов, которые 2 или более раза обращались в наш колл-центр и у них остались какие-то вопросы, этим абонентам приходит оповещение о том, что они могут воспользоваться услугой персональный менеджер по специальной выделенной линии. Хочу сразу сказать, что эта услуга бесплатная для абонента. Эта услуга позволяет абонентам получить консультацию менеджера в приоритетном порядке. То есть пользователи, которые ранее обращались в службу поддержки 2 или более раз, сразу будут получать вот это предложение и получают. И, соответственно, их вопрос становится приоритетным, потому что мы понимаем, что если не произошло дозвона 2 или более раза, если вопрос не решился 2 или более раза, значит нужно выделенное конкретное точечное решение. И мы это делаем и будем делать. Как я сказал, специалисты контактного центра окажут любую поддержку абонентам круглосуточно. Техническая региональная поддержка до 24 часов. Это создает максимально комфортные и удобные условия для решения практически всех стандартных вопросов, которые могут возникать у абонентов. Если вопрос вышел, так скажем, из рамков стандартных и требует дополнительного внимания, здесь у нас происходит следующая приоритизация этого вопроса, и уже подключаются специалисты, как специалисты Дальнего Востока, так и корпоративного центра, технические специалисты, коммерческие специалисты для того, чтобы решить поставленную задачу. Это для нас обращение абонента, это вот именно для нас как задача. Помимо обращения в офис, помимо звонков, можно воспользоваться формой обратной связи в личном кабинете, чатом на сайте myttk.ru. Можно задать вопрос по WhatsApp на номер 8 915 261 49 48. Поэтому есть целый ряд инструментов для того, чтобы задать вопрос. Пожалуйста, пользуйтесь всеми инструментами, и тогда ваши вопросы, ваши обращения поступят к нам максимально быстро, и, соответственно, максимально быстро мы отработаем ваше замечание, ваше обращение для того, чтобы опять вы вернулись к пользованию нашим продуктом и дальше у вас все было хорошо. Касательно нестандартных вопросов, следующий блок, видимо, задают любители компьютерных игр, возможности снижения пинга. В частности, о том, как снизить пинг до 40, спрашивает Михаил Нестеров. А Альберт и Виктор уточняют, что в целом планируется ли что-то в этом делать.
Как понизить пин до 40? Нестеров Михаил. Здравствуйте. Ответьте на вопрос, планируется ли проведение каких-либо работ для понижения пинга в играх для игроков Дальнего Востока, а именно Республики Саха. Виктор спрашивает, уважаемый Антон Вячеславович, с ростом числа клиентов качество интернета ухудшилось, высокий пинг, скорость не соответствует договорной, ниже в 2 раза. В связи с этим вопрос, что-нибудь делается для увеличения пропускной способности, спрашивает Альберт. Вы знаете, у нас в компании эта работа проводится на постоянной основе, прям есть целая программа, то есть и она реализуется по формированию прямых пиринговых стыков с крупнейшими поставщиками контента. Ну, в частности, это ВКонтакте, Яндекс и так далее. Это позволяет обмениваться трафиком без так называемых посредников, что, соответственно, существенно минимизирует задержку сигнала. Поэтому работа эта проводится сейчас с ростом требований именно к высокому качеству данной составляющей, данного параметра. Эта работа только активизируется, и у нас есть весь ресурс для того, чтобы держать показатели не просто в рамках доступного, а в рамках максимально эффективного для потребления любых услуг. Ну, в данном случае речь идет об интерактивных играх. Эта работа сейчас уже, я думаю, проведена, и вы можете посмотреть, что сейчас будут показатели в пределах максимально возможного улучшения. Мы и дальше будем этим заниматься. Антону, в условиях, когда от интернета зависит очень много, к примеру, у ряда людей удаленка – это синоним наличия качества интернета, его постоянного присутствия, есть вопросы пользователей об отсутствии уведомлений и предстоящих технических работах. К примеру, Анатолий Яковлев спрашивает, почему вы не оповещаете об этом, а Лена Соколова уточняет, почему не присылаете СМС об изменении тарифов. Оповещение обо всех изменениях условий оказания услуг мы производим в обязательном порядке. Оповещение проходит на нашем сайте ttk.ru в разделах соответствующих городов. Я хочу обратить внимание, что предложение от ТТК на сегодняшний день остается одним из самых интересных на телеком-рынке, по соотношению цена и скорость. Что касается дозвонов оператора, то действительно в случае массовых звонков время ожидания больше обычного, но для этого мы предусмотрели дополнительные каналы коммуникации, которые я в предыдущем ответе максимально подробно рассказал. В целом, я еще раз акцентирую внимание на том, что активно пользуйтесь своим личным кабинетом, заходите на наш сайт, и вы, во-первых, будете оповещены во всех изменениях, но что, на мой взгляд, не менее важно, вы увидите все возможные оповещения об акциях, новых продуктах, поэтому, будучи активным пользователем нашего сайта, вы удовлетворите все свои потребности, узнаете все новости и будете получать одни плюсы от того, что первым узнаете во всех изменениях. Блок вопросов про развитие. Читатели спрашивают о планах развития. К примеру, Александр Сафронов уточняет, охватите ли вы весь Дальний Восток. Татьяну Волкову и Луизу Сафронееву интересует нововведения в регионе и новые услуги. Вы знаете, наряду с планомерной работой по обеспечению бесперебойного функционирования сети, наша компания провела такую существенную модернизацию всего сетевого оборудования в регионе. В эксплуатацию введено современное, высокопроизводительное, новое оборудование, выполнена оптимизация настроек, которая позволяет на данном этапе распределить нагрузку на сеть, увеличить скорость и в целом повысить надежность высокоскоростных услуг связи новым и существующим абонентам республики. Главный результат – удалось значительно улучшить качество наших услуг. Причем речь идет не только о доступе в интернет, но и о всех сервисах, которые предоставляет наша компания. В современном мире есть много сервисов онлайн-кинотеатров, и наших жителей республики это очень интересует. Вот Мария Жескова спрашивает об обновлении сервиса Иви. А Надежда Стручкова уточняет, будет ли новый онлайн-кинотеатр в пакете услуг, а Сергея Чарова интересует увеличение количества новых фильмов.
Позвольте зачитать. Могли бы вы обновить и улучшить сервисы Иви? Мало новинок. Добрый день, Антон. Будут ли новые тарифы с увеличением скорости интернета до 300 мегабит в секунду? Ожидается ли онлайн-кинотеатры Wing, включенные в тариф? Какие изменения в направлениях компании ТТК в ближайшее время? И есть ли возможность увеличения количества новых фильмов на базе ТТК, на Иви, медиатека и так далее? На текущий момент ведется работа по расширению партнерства с другими онлайн-кинотеатрами. Поэтому скоро будут новинки, скоро будут новые партнеры. Информацию о новых возможностях будет отображена в новостях на нашем официальном сайте. Поэтому, если кратко ответить на вопрос, да, будут. И, соответственно, ассортимент, который мы предоставим в качестве там новых каких-то видео-новинок, сериалов и так далее, также ассортимент расширится. В очень скором времени, я думаю, мы вас порадуем. Ну и последний блок вопросов, которые, в принципе, не входят в какие-то определенные категории. Они очень интересные. Позвольте зачитаю. За кого будете голосовать? Задает Платонова Мария. Что произойдет с вашим бизнесом, если вы уйдете в отпуск на 2 месяца и отключите телефон? Задает Марат Хуако. И еще один вопрос. Евсеев Александр задает. Я стал абонентом ТТК впервые в 2014 году, как только ТТК первым в Якутии протянули оптоволокно. Стало интересно, как прокладывали оптоволокно через тайгу и сколько человек этим занималось, и где теперь наши герои. Будем по порядку отвечать. Если говорить про голосование, вы знаете, я буду голосовать за тех кандидатов, которые предложат самую оптимальную программу развития нашего региона. Но я даже здесь изначально бы сказал, что первое, что я буду голосовать, потому что для меня это не просто право, для меня это обязанность. Мы сами делаем свое будущее. Никто, кроме нас, не может как-то еще более эффективно повлиять, наверное, чем сходить в выделенный день голосования и определить своим взглядом на развитие Дальнего Востока, развитие нашей страны. Поэтому я буду голосовать за то, чтобы на Дальнем Востоке и дальше были реализованы программы по развитию, для того, чтобы формировались территории с опережающего развития. Поэтому считаю, что каждый из нас должен, с моей точки зрения, пойти на выборы. Уже за кого голосовать, это дело личное каждого, не агитирую. Но проголосовать мы с вами должны, потому что мы граждане этой страны, мы ее любим и хотим будущего и развития. Вы знаете, что касается моего отпуска на 2 месяца, для меня тут другой критерий. Я не хочу на так долго уходить в отпуск, потому что телеком-индустрия, компания Транстелеком — это в первую очередь очень интересная и отрасль, и компания. Но если представить, что я все-таки уйду на 2 месяца, о чем я буду там, наверное, уже очень быстро скучать по работе, но если так случится, то ничего не произойдет критичного, да и вообще никаких таких изменений, которые как-то повлияют на качество или сервис, не изменятся. Это не из-за того, что я настолько бесполезен, что мой уход никак не повлияет, а в первую очередь из-за того, что компания Транстелеком — это компания профессионалов. Каждый знает, за что он отвечает. Мы постоянно поддерживаем, страхуем друг друга. Поэтому уверен, что даже там самый длительный мой отпуск не приведет ни к каким последствиям. Ответственность и самоорганизация моих коллег не позволят как-то снизить планку качества услуг для наших абонентов. И даже если возникнут в этот период какие-то вызовы не запланированные, тоже все решится максимально качественно и быстро. Телеком-индустрия такая отрасль, что формирует команды очень эффективных, людей с горящими глазами. И мы вот так подобрали, что сможем и поддержать, и дать возможность друг другу отдохнуть, и в то же время и поддержать наш продукт максимально возможного качества, если кто-то из нас в этот период будет отдыхать. Если говорить про развитие, то в конце 2012 года и
как вообще формировалась наша сеть в Якутии. В конце 2012 года компания ТТК завершила строительство и ввела в эксплуатацию первую в истории Республика Саха-Якутия волоконно-оптическую линию. Тогда это было на участке Тында-Якутск. И также создала инфраструктуру доступа в самом городе Якутске и в городе Нерюнгри. И именно в тот период мы вышли на рынок этих городов, предложив жителям принципиально новое качество связи, которое мы и сейчас развиваем, поддерживаем. Все магистральные линии связи компании Транстелеком обычно проложены вдоль железных дорог. Однако в Якутске оптоволокно компании впервые пришло раньше, чем железная дорога. От населенного пункта Нижнего Бестяха до Якутска ТТК построил собственный сегмент сети с переходом через реку Лену по воздушным линиям электропередачи. И построенная магистраль ТТК тогда позволила первой в республике оптоволоконной линии связи появиться. И прежде в регионе существовали только радиорелейные сети. Поэтому это был определенный прорыв, революция технологическая. Сложности, безусловно, были, мы их преодолели достойно. Это, на мой взгляд, подвиг людей, которые работали над этим проектом. Меня очень радует, что эти люди продолжают быть в нашей команде, которые тогда занимались этой работой и сейчас продолжают улучшать и развивать наш продукт. Поэтому, знаете, одна из ценностей компании Транстелеком — это то, что в ней работают люди там, по 10 лет, 15. Есть те, кто работают по 20 лет. Вы представляете, какой уникальный опыт у них, какая вовлеченность, как они себя ассоциируют именно с компанией Транстелеком и тем продуктом. Поэтому история очень интересная, она в рамках даже Якутии уникальна, можно сказать, отличается от развития нашей компании в других регионах. Ну и очень позитивная и положительная. Все получилось. Возможно не согласиться. И, наверное, самая приятная часть, когда мы объявляли о том, что пройдет прямая линия для абонентов Якутска, обещали вручить за самый интересный вопрос специальный приз от ТТК – телевизор с телевизионной приставкой. Ну и сегодня мы слышали множество вопросов, иногда острых, иногда комплиментарных, иногда довольно-таки непростых, может быть, даже неприятных, звучащих довольно-таки серьезно. Антон Вячеславович, озвучьте, пожалуйста, кого вы назовете победителем в этом конкурсе. Ну и озвучьте, пожалуйста, самые интересные вопросы. Вы знаете, действительно, вопросов, во-первых, много было, во-вторых, очень много интересных вопросов было. Поэтому прежде всего я хочу поблагодарить всех абонентов, всех наших действующих, будущих абонентов, всех абонентов, которые задали нам в нашем формате общения свои вопросы. Это для меня показатель прям, какие к нам ожидания, насколько важно нам хорошо работать, насколько важно, чтобы наш продукт был максимально качественным. Поэтому для нас это действительно важно, ведь именно благодаря вот этой обратной связи, как я уже говорил, мы становимся лучше, стремимся соответствовать вашим ожиданиям. Если говорить про вопросы, то, вы знаете, хочу сначала сказать про тем вопросам, обращениям, которые были к нам. Каждое из этого обращения мы отработаем. С каждым свяжутся наши специалисты, и мы выясним, вопрос решился или нет. Если не решился, под отдельным вниманием мы его решим. Из тех вопросов, которые задали, больше всего мне импонирует 3 вопроса, и хотел бы выделить следующее. Ну, конечно, хороший вопрос, что произойдет с вашим бизнесом, с бизнесом компании Транстелеком, если я уйду в отпуск на 2 месяца. Этот вопрос задал Куако Марат. И вопрос хороший, как я уже сказал, все будет, когда я уйду в отпуск на 2 месяца. Кроме негатива в том, что я буду скучать по работе, все остальное будет хорошо. И за такой оригинальный вопрос Марат получит от нас подарок, очень полезную, нужную, интересную сувенирную продукцию. Второй вопрос, который я бы хотел отметить, задала Максимова Наталья про скидки многодетным семьям. Наша компания в целом является социально ориентированной, и, как я уже сказал, постоянно появляющиеся скидки, акции, какие-то либо мероприятия позволяют
снижать цену, за которую вам приходится платить за наш продукт. Но в данном случае Наталье за активность, за правильный вопрос, скажем так, за нужный вопрос по скидкам многодетным семьям, мы специально подключим один прям такой специальный тарифный план, который, я думаю, полностью решит вопрос у нее по скидкам. И я думаю, что Наталья будет с радостью пользоваться нашим продуктом, уже не сильно обращая внимание на его стоимость. Ну и хотел бы выделить один вопрос. Там, где абонент спрашивает про что он является нашим абонентом с 2014 года, про то, как развивалась наша сеть. Вот я вам рассказал с 2012 года, про какое наше будущее. Оно у нас тоже рассказал очень большое и активное, и это будущее точно есть. И за этот вопрос мы подарим от нашей компании телевизор и ТВ-приставку. И все его Александру. Спасибо, Александр, что вы являетесь нашим абонентом такой продолжительный период. Спасибо, что вы помните и интересуетесь нашей историей. И, пожалуйста, будьте с нами дальше, будьте активны, задавайте нам вопросы, любые вопросы. Ну а вам от нас телевизор, ТВ-приставка, для того, чтобы вы могли еще лучше, еще больше пользоваться услугами, которые предоставляет компания Транстелеком. От лица наших читателей, зрителей хочу поблагодарить вас, Антон, за то, что у нас появилась возможность задать довольно-таки серьезные вопросы. Хочу отметить, там в блоке были такие вопросы, которые не каждый человек, не каждая компания решилась бы ответить. Ждем вас в Якутске, наверное. Приезжайте, общайтесь с нашими жителями республики и развивайте бизнес. Спасибо. Спасибо вам. Рад был общению. Да, это точно не последнее наше общение. Будем еще общаться, рассказывать, делиться новостями. Спасибо. До свидания. До свидания.